мне хотелось бы предоставить слово заместителю председателя Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия Александру Григорьевичу Подголову. Добрый день, уважаемые товарищи. Разрешите от имени Государственного собрания Ил-Тумен и от себя лично поздравить вас с началом работы третьего пленарного заседания Общественной палаты 5-го состава. И мне сразу хочется отметить, что в этот период между вторым и третьим заседанием мы совместно проделали очень много работы. Это и круглые столы, и правительственные часы, и парламентские слушания, в которых ваши члены принимали активнейшее участие. Мой друг был даже 2 раза докладчиком. Правда, он не всегда это с восторгом воспринимал, когда я ему предлагал, что он будет содокладчиком, но при этом маленько возмущался, но при этом потом достойно докладывал во всем о своем видении, о концептуальном вообще отношении Общественной палаты именно к той или иной проблеме. Поэтому мне хочется сказать, что вы хорошо работаете, по крайней мере, интересно работаете. А еще самое главное, что я, кроме того, что этого, я вообще не знаю, по-моему, уже раз 5 был на различных круглых столах, поэтому мне очень нравится ваша вот такая плодотворная работа, и самое главное, что у вашей палаты вам до всего есть дело. А когда до всего есть дело, значит, какой-то результат все равно будет дан. Ну и самое главное, я столько приятных, добрых и хороших лиц вижу среди вас и своих друзей. Поэтому удачной вам и плодотворной работы. И мы вот тут вот думали, и я из своих квоты все-таки решил пожертвовать палате, наградить высшей наградой Государственного собрания Ил-Тумен в области социально-экономического развития Республики Саха-Якутия Хадулову Юлию Викторовну с вручением золотого знака. Я сразу хочу сказать, что мы знакомы более 30 лет, и это одна из немногих журналистов, которая про меня не написала ни одного худого слова. По итогам прошлого года наша общественная палата, ее пресс-служба заняла 1-е место по России за освещение всех мероприятий, которые проводятся на площадках общественной палаты. 2-е место. Ну, может быть, нынче получим 1-е. Сейчас мне хотелось бы предоставить слово руководителю Департамента внутренней политики администрации главы республики и правительства Александру Семеновичу Трофимову. За год с момента формирования 5-го состава Общественной палаты Республики Саха-Якутия демонстрирует активную работу в решении социальных и законодательных вопросов. На площадке палаты обсуждаются вопросы реализации программных документов, развития страны и региона, общественного контроля, взаимодействия с органами власти при принятии социально значимых решений, а также развития института гражданского общества. Достижение целей стратегии социально-экономического развития республики невозможно без открытого диалога между властью и обществом по всем вопросам, касающимся жизни региона, и без активного участия граждан не только в выработке, но и в реализации решений. Особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и их семей. Оказывается психологическая и правовая помощь, содействие в реабилитации. Общественная палата объединяет ключевые организации, оказывающие помощь населению, такие как Фонд защитника Отечества в лице Александрова Алексея Ивановича, Комитет семей воинов Отечества в лице Бахильной Марины Константиновны, Союз семей Якутии «Память воинов СВО» в лице Грековой Жанны Валентиновны, Комитет родителей солдат и матросов в лице Емельяновой Марии Егоровны, Благотворительный фонд Харыскал в лице Клюкиной Любовь Николаевны, Федерация профсоюзов в лице Дегтярева Николая Николаевича, Торгово-промышленная палата в лице Богославской Марины Олеговны, Высшая школа инновационного менеджмента в лице Миронова Василия Сергеевича, Союз садоводов России в лице Устиновой Веры Ивановны, Ассамблеи народов Якутии в лице Подголова Александра Григорьевича, ДОСААФ России в лице Копылова Константина Константиновича, Центру по работе с волонтерами и всем добровольцам, представителям бизнеса,
Каждый член общественной палаты вносит вклад в сбор гуманитарной помощи для наших бойцов, никто не остается в стороне. Ведется масштабная информационно-просветительская работа, разъяснение населения текущей ситуации в стране, противодействие фальсификации истории Второй мировой войны, защита исторической правды. Информация доносится через СМИ, телепередачи и другие наглядные форматы, такие как медиапроект Кашпирской Натальи Альбертовны «Свои». Работа палаты играет ключевую роль в формировании деятельности общественных советов при органах исполнительной власти и местного самоуправления, которые выступают связующим звеном между гражданским обществом и государственными структурами, обеспечивая прозрачность и общественный контроль за их работой. Через общественные советы палата помогает выносить инициативы граждан до власти, способствует развитию диалога и укреплению доверия между обществом и государством. На сегодняшний день перед вами стоит большая задача по работе с органами власти и всеми институтами гражданского общества по укреплению взаимодействия, согласия и стабилизации социально-политической обстановки в республике. Всем вам предстоит продолжить работу во благо нашего народа, нашей республики. Хочется отметить масштабную и важную работу Общественной палаты республики в организации общественного наблюдения на выборах, которая обеспечивала прозрачность и законность избирательного процесса. Общественная палата республики в плановом целевом порядке провела обучение и подготовку наблюдателей. Особое значение эти наблюдатели имеют в предстоящих выборах в Государственную Думу. В условиях информационных угроз организация общественного наблюдения – ключевая задача для обеспечения прозрачности и легитимности избирательного процесса. Уверен, что Общественная палата успешно справится с этой миссией. В заключение хочу отметить, что ваша работа требует большой ответственности и личного времени. Вы делаете это по убеждению, стремясь улучшить жизнь граждан республики. Уверен, что Общественная палата внесет значимый вклад в укрепление гражданского общества и повышение качества жизни в Республике Саха-Якутия. Слово предоставляется председателю комиссии Общественной палаты Республики Саха-Якутия по вопросам ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей, взаимодействию с общественной наблюдательной комиссией, руководителю филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитник Отечества» по Республике Саха-Якутия Алексею Ивановичу Александрову. Пожалуйста. Одним из основных направлений Государственного фонда защитника Отечества является реализация общественных проектов, направленных на поддержку ветеранов боевых действий и членов семьи участников специальной военной операции. По таким основным направлениям, как вовлечение ветеранов боевых действий в патриотическое воспитание детей и молодежи, паралимпийское движение, организация культурно-досуговой деятельности для ветеранов боевых действий, членов семей погибших участников специальной военной операции, а также увековечение памяти участников специальной военной операции. Вовлечение героев СВО, патриотическое воспитание молодежи – одна из важных задач работы фонда. Воспитывать подрастающее поколение нужно на собственном примере. Память о личной встрече с героем, который не понаслышке знает о любви к родине и истинном патриотизме, останется на всю жизнь. Поэтому главную роль в патриотическом воспитании должны играть те, кто сам стал на защиту нашей Родины. Филиал фонда реализует проекты, направленные на непосредственное вовлечение ветеранов в воспитательный процесс, а также на сохранение и передачу памяти о героях, подвигах и событиях спецоперации. Для сохранения памяти о героях и событиях специальной военной операции филиалом фонда реализуются проекты по увековечению памяти защитников Отечества. Фондом совместно с Паралимпийским комитетом России разработана программа спортивной реабилитации, чтобы ветераны могли заниматься различными видами спорта и вести активный образ жизни после участия в спецоперации. Комплексное физкультурное мероприятие «Кубок защитников Отечества» организован Госфондом при поддержке Паралимпийского комитета России, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Министерством спорта России, ну и самое главное – это региональные правительства. С момента открытия филиала Госфонда при содействии филиала проведено около 700 мероприятий по всей республике
с общим охватом более 50 тысяч человек, непосредственно с участием ветеранов боевых действий и членов семей погибших участников специальной военной операции. Ну, здесь необходимо, наверное, отметить, вот всего лишь за первый квартал текущего года при содействии и участии филиалов фонда уже проведено 142 мероприятия с участием ветеранов и членов семей погибших участников специальной военной операции. И мы уже охватили 11 тысяч человек, в том числе 72 мероприятия было проведено по патриотическому воспитанию детей и молодежи, 50 мероприятий спортивных и культурно-досуговых и 20 мероприятий, направленных на увековечение подвигов участников специальной военной операции. За время работы филиала фонда ветераны боевых действий и члены семей погибших участников спецоперации приняли участие также во всероссийских мероприятиях, организованных уже Государственным фондом «Защитники Отечества». Всего было проведено более 40 всероссийских мероприятий, но основные из них это первый и второй всероссийский патриотический форум «Вместе победим» в городе Москва. Самое массовое мероприятие Госфонда это межрегиональные комплексные физкультурные мероприятия «Кубок защитников Отечества». Он проводится с 23 года. Первое мероприятие было в городе Белово Кемеровской области. В прошлом году наши земляки приняли участие в городе Хабаровске. Ну и, соответственно, финалисты защищали честь республики, да, на спортивном поле в финальном всероссийском финале Кубка защитников Отечества в городе Сочи. Ну, здесь пока мы массовость не показали в зимних видах спорта, да, здесь необходимо отметить, что в этом году первый кубок по зимним видам спорта проходил в Ханты-Мансийском автономном округе. Ну и ряд очень больших и значимых мероприятий, особенно вот здесь необходимо отметить всероссийский конкурс памяти героев Верны, где наши земляки принимали активное участие. Делегация республики принимала в 3-м женском форуме в Кузбассе. Было отдельное мероприятие по линии Минпросвещения России, это всероссийский форум классных руководителей из числа участников спецоперации, да, в городе Москва. Наши земляки тоже принимали участие. Ну и один из массовых мероприятий это сбор историй для сборника истории участников спецоперации. Было выпущено 3 сборника: «Жизнь за други своя», «Нет уз святей товарищества» и «Честь наивысшая носить русский мундир», где были включены рассказы наших земляков. Ну и ежегодный тур, этот тур мы всегда подчеркиваем, социально-патриотический проект совместный с РЖД, «Своих не бросаем», он ориентирован для членов семей погибших участников специальной операции по городам героям России. И в этом году мы тоже будем 3 потока отправлять на эти туры. Так, в настоящее время филиалом реализуются следующие проекты. Совместно с сетевым изданием ЕСЯ еженедельно выпускается социально-патриотический проект «Своя история». Проект «Своя история» – это первый уникальный проект в Якутии, в котором ветераны рассказывают о героических подвигах, о военных буднях, боевом братстве, а члены семей участников спецоперации делятся воспоминаниями о близких и родных. В данном проекте приняли участие семьи погибших защитников Отечества, участники СВО, медики, военкоры, добровольцы, ну и наши герои России. В настоящее время съемки выпуска проекта «Своя история» продолжаются и в зоне проведения спецоперации военкорами Якутии. Совместно с Российским обществом знания в республике проводятся уроки мужества в рамках всероссийской акции «Служу Отечеству». И здесь необходимо отметить, что для этого мероприятия мы совместно с нашими партнерами провели курсы повышения квалификации по ораторскому искусству. И 20 ветеранов у нас уже прошли эти курсы.
Также в рамках всероссийского проекта «Наша семья, наша победа» проводятся мероприятия по всей республике. Это различные мастер-классы, посещение культурно-досуговых мероприятий, встречи с членами семьи участников спецоперации. А также необходимо отметить социально-патриотический фотопроект, да, «Семья защитника Отечества». Этот проект в рамках федерального проекта «Наша семья, наша победа». В данном проекте приняли участие ветераны со своими семьями. Среди них есть лекторы Всероссийского общества знания, председатели общественных организаций, спортсмены и те, кто вносит свой вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи. Значит, у нас порядка 5 проектов проводится совместно с исполнительными органами государственной власти, совместно с муниципальными образованиями. А также деятельность по реализации общественных проектов проводится в тесном взаимодействии с общественными организациями республики, Общественной палатой республики. Ну и необходимо отметить наших основных партнеров. Это Комитет семей воинов Отечества по республике Саха-Якутия, Союз семей Якутии, памяти воинов специальной военной операции, региональное отделение Всероссийского детского движения «Армия», Ассоциация ветеранов боевых действий за Отечество и другие. Спасибо большое, Алексей Иванович. Слово предоставляется заместителю министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Андрею Александровичу Сосновскому. Сегодня разрешите выступить с докладом на тему гражданского общества и помощь семьям СВО. И, конечно же, хотелось бы отметить ряд тех моментов, с которыми мы с вами тесно сотрудничаем, и те направления, которые нам еще предстоят в этом году и которые уже были реализованы. Как мы все прекрасно знаем, в целом деятельность Министерства по развитию и взаимодействию с институтами гражданского общества, она нацелена на ряд важнейших направлений. Конечно же, когда мы говорим про важнейшие направления, это прежде всего материальная инфраструктурная поддержка, которую на систематической основе Министерство оказывает. С многими проектами, участниками и также общественными организациями, которые у нас были привлечены к участию в различных выездных мероприятиях, в грантовых конкурсах, вы наверняка так или иначе взаимодействовали, и они у вас на слуху, они будут демонстрироваться на экране по мере моего выступления. Конечно же, мы всегда говорим о том, что у нас очень активные институты гражданского общества, у нас очень активные общественники, именно благодаря их проектным навыкам, развитию их. К примеру, в прошлом году Якутия впервые стала первой в Дальневосточном федеральном округе по участию в федеральных конкурсах. В этом году мы также удерживаем пока эти лидерские позиции, надеюсь, это так и останется. Отдельно хочется сказать о том, что деятельность в сфере патриотического воспитания граждан является важнейшей деятельностью в рамках любого направления конкурса, проводимого министерством. Так, к примеру, в прошлом году у нас было 15 общественных инициатив, которые получили свою поддержку. К примеру, это, естественно, многие швейные мастерские, которые реализуют свои проекты, такие как «Швейный патриот», «Своих не бросаем», «Швейная мастерская Якутия с тобой». Также очень много проектов, которые связаны непосредственно с ресоциализацией участников СВО, в частности с тренингами, с мастер-классами, также получили поддержку в рамках деятельности, проводимой министерством. Нельзя не отметить, естественно, форумную кампанию, проводимую министерством совместно с Общественной палатой. Гражданский форум 2024 года также не обошел тему патриотического воспитания граждан, и, конечно же, был очень интересный открытый диалог на всех 8 площадках форума, и в том числе, который послужил и лег в резолюцию данного форума, в части именно того, что пленарная часть с участием всех представителей общественности, с представителями правительства была принята пленарная резолюция, которая, собственно, будет реализовываться в течение года.
гражданский форум этого года, как мы намечаем, пройдет у нас в конце сентября этого года, поэтому он еще у нас предстоит. И, конечно же, когда мы говорим про работу с местными самоуправлениями, с местными инициативами, с территориальными общественными самоуправлениями, нельзя не отметить, конечно же, выездные мероприятия министерства, в которых очень часто принимают участие члены общественной палаты. Конечно же, это два флагманских мероприятия, это гражданские выходные и общественные десанты. Гражданские выходные у нас это мероприятия, которые направлены прежде всего на консолидацию и развитие Института гражданского общества конкретного района, всегда приходит с большим привлечением всех общественников, там делегации доходят до 50 человек, и в целом направлены непосредственно на удовлетворение всех запросов района, начиная от различных индивидуальных консультаций, заканчивая до больших масштабных мастер-классов. И, конечно же, общественные десанты. Так, в этом году, на этой неделе буквально у нас гражданские выходные пройдут в Хангаласском районе, в июне мы едем в Намцы, общественные десанты у нас уже прошли в 9 районах республики, и в целом всегда проходит с большим привлечением и активизацией общественников именно того района, куда мы выезжаем. В этом году, например, отдельно хочется сказать о том, что целью общественного десанта являлись арктические районы, то есть мы большим составом выезжали именно в эти районы республики. И, конечно же, отдельно хочется сказать непосредственно про те мероприятия, которые у нас проходят по патриотическому воспитанию и взаимодействию именно с институтами гражданского общества в год 80-летия Победы. Конечно же, у нас в этом году ряд прошло законодательных инициатив, в частности, изменение закона о молодежной политике. Мы активно включены в работу, в том числе вместе с нашим подведомственным учреждением по оказанию бесплатной психологической помощи. И, конечно же, нельзя не отметить важнейшее направление, которое связано непосредственно с помощью семьям участников специальной военной операции. Такие же мероприятия выездные министерские, как молодежный десант, когда помогают непосредственно семьям, участникам СВО. Возможно, в прошлом году также была дополнительная цель — это устранение последствий паводка. И, конечно же, мы всегда говорим о том, что у нас развитие непосредственно молодежной политики, оно носит системный характер, поэтому каждый год у нас обновляются планы, у нас есть единый план патриотических мероприятий, который служит таким краеугольным камнем. Буквально в этом году глава Якутии в своем послании отметил именно то, что именно Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям должно объединить все патриотические организации под собой, что тоже является важным документом именно в процессе становления патриотического воспитания граждан. Ну и, конечно же, у нас в этом году очень много мероприятий, связанных так или иначе с волонтерской деятельностью, направленных на помощь ветеранам войны, участников боевых действий. У нас сформирован и обучен в этом году уже на профессиональной основе корпус волонтеров Победы. И, конечно же, мы продолжим те направления, те важнейшие мероприятия, которые у нас включены непосредственно в план празднования 80-летия Победы, чтобы эта дата была не только приурочена к 9 мая, но и была ежегодной. У меня все. Спасибо большое, Андрей Александрович. Сейчас слово предоставляется заместителю председателя Общественной палаты Республики, члену Общественной палаты Российской Федерации Наталье Альбертовне Кашперской с докладом о ценностных ориентациях современного общества. Да, сегодня хотела бы с вами поговорить о ценностных ориентациях, причем сразу хочу сказать, что этот разговор мы начали утром рано в 9. И делали это с 5-10 неравнодушными гражданами нашей республики и пытались соизмерить все, что делаем мы, с тем, что положено. Кликер у нас работает, да? Стремительно меняющаяся ситуация в мире, появление новых угроз и рисков предъявляют, конечно, и новые повышенные требования к каждому из нас в целом. А это значит, что необходимо усилить свою работу по ключевым направлениям, каждый по своим, кто какое курирует направление.
И ценностные ориентиры в обществе – это те ценности, которые определяют поведение и мировоззрение каждого из нас, формируют общие нормы и правила. Они отражают представление о том, что важно, что значимо для каждого из нас. Для чего они вообще нужны? Почему мы говорим о том, что нужно выработать общие, единые ценностные ориентации? Ну, потому что они упрощают общение. Потому что они регулируют наше поведение, и мы иногда понимаем, что то, что мы с вами делали 10 лет назад, сейчас уже недопустимо. Те позиции, которые мы разделяли 5 лет назад, сейчас уже невозможно разделять с кем бы то ни было. Поэтому они регулируют и наше поведение. Кроме этого, они позволяют нам сделать собственную самооценку и понять, правильным ли путем мы двигаемся. Также они помогают нам в социализации и адаптации, ведь ценности помогают интегрироваться в социальную среду. И, конечно, они помогают нам договариваться друг с другом. Потому что, сами понимаете, что люди, которые говорят на одном языке и разделяют одни ценности, это проще, всегда очень, намного проще. Именно с этой целью, уважаемые коллеги, была разработана в нашей республике Декларация ценностей государственного управления в Республике Саха-Якутия. Любовь к родной республике вдохновляет нас на служение для ее блага и процветания. Мы декларируем единые ценности, следуя которым создаем лучшее будущее для Якутии. Указом главы Республики Саха-Якутия 26 августа 2024 года за номером 410, который называется «О государственном управлении в Республике Саха-Якутия», одной из первоочередных задач как раз и была выработка этих самых единых ценностей. Я вам скажу больше, они уже выработаны. И сегодня я бы хотела вам просто показать их для того, чтобы вы понимали, что мы все живем по этим ценностям, по этим 5 направлениям. Итак, мы определили переход к новому типу культуры управленческой деятельности на основе этих самых единых ценностей. Обратите, пожалуйста, внимание на экран, вы видите, что все подписи управленческой команды нашей республики здесь есть. И определены 5 из них. Это человечность, единство, результативность, патриотизм и справедливость. О каждом из них можно очень коротко пройтись. Выглядит это примерно так. Вы видите, да? Итак, человечность. Конечно, мы заботимся о каждом человеке. Сегодня те доклады, которые были, они так или иначе говорят об этом. Мы заботимся о каждом человеке, мы проявляем понимание и участие. Все решения принимаются во благо человека, и мы создаем атмосферу взаимного уважения и сотрудничества. Вторая ценность – единство. Мы работаем в команде, конечно же, доверяем друг другу и открыты в общении. И также поддерживаем общественные инициативы. Третье – результативность. Мы несем ответственность за свой вклад в общее дело и готовы к изменениям. И постоянно повышаем свой профессионализм. Проявляем волю и решимость для достижения лучшего результата. Четвертое – это справедливость. Мы признаем и уважаем права и достоинства каждого человека, гарантируем законность действий и принимаемых решений, и по достоинству оцениваем труд каждого человека. И пятое – это патриотизм. Когда была выработка этих ценностей, я как раз принимала участие в этой группе, поэтому очень горжусь тем, что она прошла, эта ценность. Мы гордимся своей Родиной, мы ценим верность долгу и честность и активно участвуем в развитии и защите нашего Отечества. Вот в рамках последней ценности реализуется один из проектов, который в нашей республике запускается буквально 16 июня. Это кадровая программа «Якутия. Земля героев». 25 ребят, 25 защитников нашего Отечества, которые сейчас уже демобилизованы, они прошли отборочный этап и готовы уже в начале июня приступить к обучению. Их программа будет длиться, образовательная, в течение целого года. Они получат диплом о государственном муниципальном управлении, и именно это позволит им по окончании обучения быть назначенным на самые ключевые позиции. Коллеги, это очень важно. Это аналог той программы, которая реализуется в Российской Федерации под названием «Время героев». Именно выпускником этой программы является человек, которым мы гордимся с вами. Это Юрген Игорь Васильевич, который недавно получил назначение на высокий пост. И вот таких 25 управленцев к 9 мая
26 года в нашей республике будут. Я этим горжусь, потому что это одна из ценностей, ценность патриотизм. Но для того, чтобы у вас было хоть какое-то представление о том, что из себя представляет эта программа, выглядит она примерно вот так. Это очные сессии, это стажировки в органах исполнительной власти, которые будут длиться, не поверите, по 6 недель. Это дистанционная сессия. Далее в конце этого года еще одна очная сессия. И далее, вы видите, 13 шагов нужно пройти каждому, чтобы добиться своей цели. Поэтому вот в рамках этой ценности будет реализован вот такой вот проект. Это ценность патриотизм. Только один из проектов. Кстати, сегодня говорили о том, что Общественная палата, проект, который я курирую, называется «Свои», он будет реализован теперь уже в рамках этой программы тоже. То есть наша задача теперь приглашать в нашу студию простых людей, и делать это будут уже наши 25 обучаемых, потому что грамотный, опытный управленец – это тот человек, который не только рассказывает о своих достижениях и заслугах, но и умеет видеть героев среди простых жителей республики Саха-Якутия, не обязательно тех, кто был на передовой. Потому что действительно героев у нас много. Поэтому вот такой проект, он реализуется. Вот так примерно выглядит, вот такие у нас будут занятия. Ну а что у нас было сегодня? Сегодня, коллеги, с первой половины дня каждый из вас по этим ценностям, кто принимал участие в панельной дискуссии, в страт-сессии, предложили свои проекты. Предложили те проекты, которые могут заинтересовать органы исполнительной власти, которые могут заинтересовать органы местного самоуправления для того, чтобы совместно с общественностью их реализовывать. Я назову несколько из них, и я очень хочу, чтобы вы услышали их посыл и услышали, что есть в этом очень хорошее национальное зерно. Итак, проекты на уровне муниципальных образований. Например, запуск единой горячей линии против кибермошенничества, в основном рассчитанной на людей старшего возраста. Рейды по соблюдению ценовой политики. Они проводятся, но коллеги подчеркивали, что они очень важны. Анкетирование населения по выявлению проблем. Коллеги, это очень важно, и мы сейчас этого, к сожалению, не делаем. То есть действительно узнать запрос жителей Республики Саха-Якутия для того, чтобы адекватно вести свою работу каждому министерству. Проект «За чашкой чая», коллеги. Это обсуждение проблемных вопросов и вариантов их решения, то есть то, что называется на короткой ноге. Да? Очень хороший проект, мне понравился он, это персоналиум. Это создание интернет-ресурса по сохранению памяти о выдающихся людях-районах. Это альтернатива той самой Википедии, которая не наша. Давайте создадим свою. Мне очень понравился этот проект. Кроме этого, конечно, озеленение общественных территорий, корзинка добра, это адресная поддержка тех, кому нужна действительно эта помощь. Это бодрое утро, зарядки на общественных пространствах. И кроме этого, на уровне органов исполнительной власти также прозвучали предложения. Это повышаем качество жизни, организуется сбор обратной связи от населения по реализации стратегических указов. Очень важный момент, чтобы директивные вещи писались не наверху, а инициатива шла снизу. Это всегда очень важно. Разработка системы лояльности деятельности органов исполнительной власти. И в этом общественники видят свою и потребность, и возможность принять участие. Независимый клиент. Предложен был такой проект. Это проведение мониторинга по доступности услуг отрасли. Мониторинг подготовки кадров для отрасли очень серьезная проблема, которая требует участия, наверное, всех нас. И проект по популяризации отрасли в молодежной среде. Вот такие были проекты. Вот такие были проекты предложены. Очень жалко, что не все внимательно их слушают, но мне кажется, что совместными усилиями мы точно сможем сделать так, чтобы ценности, которые сейчас реализуются в нашем государстве, были доступны для каждого, и чтобы каждый из нас понимал, что мы вносим определенный вклад в то, чтобы жители нашей республики чувствовали себя уверенно и были уверены в своем завтрашнем дне. Большое спасибо. Хочется предоставить члену Общественной палаты Республики, председателю Союза семей Якутии «Память воинов СВО» Жанне Валентиновне Грековой с докладом о деятельности общественной региональной организации «Союз семей Якутии «Память воинов СВО». Уже более 3 лет прошло с начала специальной военной операции,
И мы знаем, что жизнь людей, большинства людей разделилась на до и после. И, конечно, появились семьи, чьих близких непосредственно коснулась специальная военная операция. Сегодня существует множество общественных организаций, чья деятельность связана с СВО. И я, как председатель Союза семей Якутии и память воинов СВО, хочу ознакомить вас с деятельностью нашего союза, куда входят семьи погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции. Ко мне в 2022 году, 13 сентября, обратился как психологу полковник полиции Кононов Гаврил Иванович с целью создания группы матерей. У нас было буквально несколько человек, и мы создали группу. На сегодняшний день наш союз зарегистрирован 1 декабря 2023 года. Самым основным и главным направлением нашей деятельности является духовность. И первыми, к кому мы обратились за помощью, конечно, была Якутская епархия, непосредственно владыка Роман, чье пасторское руководство и духовная забота оказали большое влияние на всю нашу дальнейшую деятельность. Настоятелем нашего союза назначен иеромонах Гермоген. Под его мудрым окормлением духовным проходит наша жизнь, духовная жизнь нашего союза, приобщение к вере и духовности. Мероприятия, проводимые Якутской епархией, являются значимыми для наших семей. Рождественские праздники для детей, экскурсии по храмам, панихиды, беседы и многое другое. Мы также стараемся оказывать посильную помощь в благоустройстве храма всех святых. Место воинского захоронения – самое значимое место для наших семей. Здесь проходят панихиды по усопшим воинам. С благословения владыки Романа у нас появился свой поклонный крест, который был освящен и является святыней для родных погибших участников СВО. Поскольку по своей основной деятельности я являюсь кризисным психологом по работе с семьями СВО и боевой травмой, то, конечно, психологическое сопровождение семей – это неотъемлемая часть моей работы в Союзе. Сами мамы и жены проводят различные мастер-классы. Также мы Союзом посещаем концерты, филармонии, театры и концерты. В качестве психолога работала в санатории Бесчегда с бойцами и их семьями. Члены нашего Союза регулярно проходят лечение в этом прекрасном санатории, занимаются волонтерской деятельностью. От Союза мы передаем рыбу нашим бойцам и нужные вещи. Мы считаем, что это тоже способствует оздоровлению наших ребят. Конечно, мы привлекаем членов нашего Союза к социально значимой деятельности. С помощью средств, собранных нашими семьями, закуплен транспорт для вывоза раненых бойцов, собраны посылки с медикаментами и необходимым бельем. Закуплен рэп, это радио для электронной борьбы с дронами, старлинги, бензиновый генератор, подарочные наборы к 23 февраля и, конечно, письма от детей в поддержку наших бойцов. Несмотря на потери своих родных, члены нашего Союза не опустили руки и делают все для сохранения жизни чьих-то отцов, мужей, сыновей и братьев. Также Союзом проводятся торжественные мероприятия, приуроченные к важным датам. Со всей республики приезжают семьи погибших участников СВО. В декабре 2024 года в мероприятии приняли участие порядка 100 человек. На наших мероприятиях презентуется видеоряд Союза с портретами наших родных. Мы очень благодарны за помощь в проведении наших мероприятий Государственному собранию УТМ в лице Горголова Александра Григорьевича и Общественной палаты в лице председателя Иванова Станислава Семеновича, а также директору Якутской ТЭЦ Андреевскому Вадиму Васильевичу, который также является членом нашего Союза, отцом погибшего участника. В этом году Союз торжественно отметил 80-летие Великой Победы. На мероприятии были удостоены медалей и сувениров от Союза дети Великой Отечественной войны. Это члены нашего Союза, это родители, бабушки и дедушки погибших участников СВО. Вместе с членами Общественной палаты республики наши активисты были удостоены возложения цветов к мемориалу упавших воинов на площади Победы. Дети Союза принимают активное участие в концертах на наших мероприятиях. Для вручения медали отцу защитника Отечества мы выезжали на дом. Буквально вручив медаль за отца защитника Отечества, через некоторое время отца не стало. Медали родителям, детям войны погибшего участника специальной военной операции вручал Герой России Николай Евдокимов. С Общественной палатой республики нас, конечно же, связывает теплая дружба. И мы очень благодарны за помощь всем членам Общественной палаты и предпринимателям республики.
В прошлом году также мы вместе с членами общественной палаты выезжали в Намский улус на ликвидацию паводка. В прекрасном настроении дети нашего союза в новогодние праздники посетили общественную палату республики, остались довольны подарками и душевным приемом членов палаты и, конечно, праздничной атмосферой. Члены правления Союза приняли участие в медиапроекте свои, реализуемого Высшей школой инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия совместно с Общественной палатой Республики. Поделились историей создания Союза и, конечно, семейными ценностями, привитыми с детства нашим любимым детям, навечно оставшимся воинами. Мамы и жены Союза активно проводят уроки мужества по школам и специальным учебным заведениям города и республики. Очень трогательным для нас является открытие парты героя, понимая, что память о нем живет, а пример мужества и отваги обучает подрастающее поколение. Активная жизнь наших мам и жен, безусловно, достойна уважения. Братья и сестры семей погибших участников СВО также являются членами юнармии, воспитываются в духе патриотизма и несгибаемой воли. Мы не сидим на месте, выезжаем в районы нашей республики, встречаемся, работаем с семьями участников специальной военной операции. Так осенью я была в городе Ленск. Также мы посетили Хангаласский улус, Кобяльский улус и многие другие. Знакомимся и поддерживаем друг друга. И в нашем союзе есть представители практически всех районов республики. С фондом «Защитники Отечества» сотрудничаем и дружим, проводим совместные мероприятия, тренинги, встречи. Особо приятно, что Алексей Иванович, несмотря на свою занятость, всегда присутствует на наших мероприятиях. В 2024 году активные мамы нашего союза приняли участие в Московском форуме «Вместе победим». В форуме участвовали мамы и жены погибших участников военной операции из 89 регионов РФ. А также там участвовали сами герои специальной военной операции. Форум дал большой стимул для продолжения деятельности на благо людей. Волонтерская деятельность наших женщин – неотъемлемая часть жизни. Это боевые шелкопряды Якутии и те, кто на дому шьет белье для наших бойцов. Дмитрия Валерьевна, заместитель председателя Союза, реанимационная медсестра, организовала плетение сетей у себя на работе. Семенова Вероника Николаевна открыла массажные кабинеты в память о своем сыне, назвав их позывным «Мега» в городе и нескольких улусах республики. Массаж для семей участников СВО проводится бесплатно. Очень гордимся ансамблем мам и жен нашего союза. Те, кто слышал их выступления, конечно, остались неравнодушны. В 2025 году наш ансамбль стал лауреатом второй степени республиканского фестиваля конкурса «На крыльях стерха и жар птицы». В фонде «Защитники Отечества» открылась региональная выставка Союза «Семья героев». В ней приняли участие 32 наших семьи. Эту выставку мы готовили больше года. Спасибо нашим семьям за то, что открылись и приняли участие в фотопроекте. По инициативе нашего Союза в настоящее время разрабатывается проект по трудовому наставничеству сыновей и братьев погибших участников СВО с целью формирования мужских навыков. Благодарим Лигу отцов Якутии и директоров мужчин школ города и пригородов за содействие в осуществлении проекта. Это малыш из нашего Союза. И хочу сказать, что мы не опускаем руки, работаем и с честью несем имя своих родных героев. В планах у нас издание книги Союза, создание танцевального ансамбля и многое другое. Благодарю всех, кто помогает нам и чтит память наших близких. Благодарю за внимание. Много. И вот я хотел бы просто вкратце сказать о вот таком сборнике, который вышел, уже второй вышел сборник. Это сборник стихов «Мы ждем тебя домой с победой, солдат». Сборник стихов поэтов ОСВО. И он подготовлен Общественной палатой, Союзом женских организаций, затем литературным объединением «Вдохновение» Алдан и землячеством Алюкминского района. И вот сейчас Альбина Прокопьевна у нас член Общественной палаты прошлого состава, но она активный у нас эксперт этого состава. И вот подготовлен второй сборник. Ну и вот сейчас у нас родилась идея, что мы запишем не просто вот в бумажном варианте, а запишем стихи в исполнении самих авторов и учащихся общеобразовательных школ, для того, чтобы можно было посмотреть, послушать
и в том числе уже на стихи этих самодеятельных поэтов уже даже созданы песни. То есть мы все постараемся сделать аудиосборник. Общественная палата, землячество и Арктический институт культуры и искусств. Спасибо большое, Альбина Прокопьевна, вам лично за этот проект. Ну что, мы первую часть, которая была посвящена СВО, немножечко решили, значит, все-таки разбавить основной нашей деятельностью. Это работой общественных советов, и поэтому хотел бы слово предоставить председателю общественного совета Устьянского района. Очень-очень издалека к нам приехала Лена Григорьевна Кулачикова. Пожалуйста, ей слово. Что мы, значит, совместно с главой очень тесно работаем. У нас вот, так как у нас отдаленный арктический район, всем известно, что нету у нас скоростного интернета, и мы, как говорится, этот минус превратили в плюс. И поэтому у нас достаточно времени, и мы очень тесно работаем с общественностью, и вообще очень благодатная почва для работы. Вообще у нас граждане такие, как бы, ну, мы суровый край, да, живем в суровом краю, но народ у нас очень радушный и очень легок на подъем. И поэтому в этом плане вот мне, как председателю общественного совета, работать очень даже приятно, хорошо. Это творческая, это вообще такая работа, скажем, благодатная для меня. И что, ну, у нас в районе недавно, значит, было закрытие. Сбербанк – это же самое важное для жизни человека, любого человека. У нас было на стадии закрытия, отсутствовало бы у нас сейчас, не было бы Сбербанка. И вот совместно с общественностью мы этот вопрос разрешили, совместно с Общественной палатой республики. И у нас сейчас очень даже хорошо, благополучно работает Сбербанк. А потом такая же у нас проблема есть у всех, как во всех районах, тоже есть проблема с бродячими собаками. И эту проблему мы тоже устранили. Мы построили пункт передержки. У нас сейчас собак бродячих нету. То есть, ну, чем мы гордимся, да, как бы решили. А то каждую весну, в прошлые года всегда этот вопрос, конечно, остро у нас возникал. А вот сейчас мы нынче устранили, победили этот вопрос. Потом еще что у нас хорошего? У нас, так как природа уникальная, север, это вокруг у нас сопки, красота. И у нас мы пропагандируем активное долголетие. У нас очень много пожилых граждан занимается скандинавской ходьбой. И также было обращение, чтобы уходят туда очень далеко, за сопки уходят. Ну, красота неописуемая. И уходят и попросили нас вот соорудить через какой-то, ну, через каждые 100 метров мы соорудили скамеечки для отдыха, чтобы человек, вот, скандинавщик у нас, бабушки, дедушки уходят, и чтобы имели возможность передохнуть, отдохнуть. Вот. Также мы занимаемся, у нас в ДК «Металлург» постоянно в режиме нон-стоп, как говорится, мы соорудили для плетения маскировочных сетей вот эти вот каркасы, и у нас времени, как уже я вам сказала, у нас много, и поэтому в режиме нон-стоп у нас постоянно все граждане от мала до велика приходят в ДК, наш ДК, и плетут маскировочные сети. Мы уже отправляли в зону СВО гуманитарную помощь сети, вот сейчас, ну, то есть у нас это постоянно, на постоянной основе уже. Мы эти сети плетем постоянно, у кого там, неважно, время появилось свободное, все уже как один знают, что нужно идти в клуб. То есть мы никого не принуждаем, не заставляем. Мы вот клич бросили, и все как один приходят. И это у нас, как говорится, постоянно делается. И вот вашему вниманию, вот мы
к 80-летию Великой Победы сняли вот такой ролик, чтобы вы понимали, и в снег, и в дождь, как говорится, мы вот очень даже хорошо встретили этот великий праздник. Вот. И сейчас, кстати, наш глава Валерий Юрьевич Сидорин тоже на днях, тоже уже второй раз с гуманитарной помощью уезжает в зону СВО. Спасибо большое, спасибо за внимание. Сейчас у нас будет видеообращение. Есть постоянное представительство Республики Саха-Якутия в Москве. И при этом представительстве имеется общественный совет. Уважаемые коллеги, сегодня для меня большая честь выступать перед вами как председатель общественного совета при постоянном представительстве Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации. Общественной структуре, объединяющей представителей якутской диаспоры, землячеств, видных общественных деятелей, молодежи, ветеранов, представителей культуры, науки и бизнеса. Наш совет играет роль связующего звена между обществом республики и федерального центра, а также обеспечивает поддержку земляков, проживающих в Москве и других регионах России, да и далеко за ее пределами. Мы активно участвуем в организации проведения значимых культурных, образовательных, патриотических, благотворительных акций. Среди наших основных задач — сохранение исторической памяти, национальной идентичности якутян вне республики, поддержка земляков в трудных жизненных ситуациях, помощь бойцам СВО и их семьям. Общественный совет взаимодействует с государственными структурами, ветеранскими, молодежными организациями, благотворительными фондами, а также бизнес-сообществом. Мы регулярно проводим заседания, инициируем гуманитарные, патриотические проекты, поддерживаем поисковые и мемориальные инициативы. 2025 год особенный, юбилейный для всей нашей страны. Мы отмечаем 80-летие Великой Победы, вспоминая подвиг советского народа, наших дедов и прадедов, которые ценой своей жизни защитили Родину и весь мир от фашизма. Для нас, якутян, память о героях Великой Отечественной войны не просто слова. Это глубокая часть нашей идентичности, нашей истории. Общественный совет инициировал и реализует уникальный проект «Бастионы памяти», который был поддержан главой республики Арсеном Сергеевичем Николаевым. Основные цели и задачи проекта — это увековечить память о более чем 2000 якутян, участвовавших в самых кровопролитных боях Великой Отечественной войны, чьи имена будут высечены на мемориальных комплексах в регионах, где они сражались и погибали. Мы стремимся создать инфраструктуру общественной семейной памяти о персональном вкладе предков, павших в годы войны, чтобы каждое поколение могло осознанно обращаться к подвигу своих земляков. Через конкретные памятные места, общественные мероприятия мы воспитываем патриотизм, укрепляем связь поколений и национальную идентичность. Уникальность проекта «Бастионы памяти» заключается в его целенаправленном увековечивании вклада якутян в победу в Великой Отечественной войне. Проект впервые в истории создает мемориальные комплексы и памятные знаки в ключевых регионах России, на местах самых ожесточенных боев, где сражались и погибли тысячи уроженцев Якутии. Особое значение имеет то, что на мемориалах будут высечены имена конкретных якутских героев, что позволяет потомкам и землякам сохранить личную и коллективную память. География проекта охватывает ключевые регионы воинской славы. В 2025 году мемориальные комплексы будут установлены в Калужской, Смоленской и Псковской областях.
На гранитных плитах будут высечены имена погибших якутских воинов. 755 человек на Смоленской земле, 719 на Псковской, 789 на Калужской. В Волгограде на Мамаевом кургане появится памятный знак воинам-якутянам, участвовавшим в Сталинградской битве. В Новгородской области у памятника воинам-якутянам, защитникам Старорусского района, появится памятная плита с именами погибших. Бастионы памяти — это не только памятники из камня. Это живое пространство памяти, где собираются архивные документы, воспоминания фронтовиков, создаются мультимедийные проекты, организуются выставки и экскурсии. Все это работает на одну цель, чтобы подвиг якутян не был забыт ни сейчас, ни в будущем. Этот проект не только о прошлом, он о нас, о наших семьях, о наших детях, о наших внуках. Мы убеждены, только сохраняя память, мы можем быть достойными потомками победителей. Я благодарю всех, кто поддержал проект. Главу Якутии Арсена Сергеевича Николаева, постоянного представителя Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Федотова Андрея Сандоминовича, Министерство культуры, Министерство обороны, региональные власти, предприятия, фонды, общественные организации и, конечно же, неравнодушных якутян. Особую благодарность хочу выразить поисковикам, архитекторам, дизайнерам, всем, кто вложил в душу создание концепций этих мемориалов и причастен к созданию самих мемориалов. Проект реализуется полностью на народные средства, собранные предприятиями, фондами, муниципалитетами, общественностью и потомками погибших воинов. Это по-настоящему народная инициатива, объединяющая усилия тысяч людей по всей стране. Пусть бастионы памяти станут местом силы, единения, гордости за нашу историю, за нашу страну. Пусть они напоминают каждому, подвиг наших предков живет в наших делах, в нашей памяти, в наших сердцах. Только вместе мы сможем сохранить эту нить поколений, передать ее будущим жителям Якутии и всей России. Пусть память о наших героях будет вечной, а наша работа примером для будущих поколений. Вместе мы сильны, вместе мы Якутия, вместе мы Россия. Приглашаю вас присоединиться к данной инициативе. Благодарю за внимание. Спасибо большое Александру Владимировичу. Вот, уважаемые друзья, я думаю, что вот те, кто не знал, теперь знаете, что есть еще и такой проект, который называется «Бастионы памяти». Мы хотели бы предоставить следующее слово. Попросили видеозапись, обращение тоже к вам, к нам, главы Нерюнгринского района Романа Михайловича Щегольняк о взаимодействии администрации Нерюнгринского района и общественного совета, поскольку этот район является одним из лучших в части сотрудничества общественного совета и администрации муниципального района. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники пленарного заседания Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Шлю вам самый искренний и пламенный привет с Нерюнгринской земли, с юга нашей республики. Вы знаете, очень важно в наше время органам местного самоуправления на местах тесно работать для решения всех насущных проблем вместе с общественниками, с общественными советами при главах республики. В своей работе ориентируюсь именно на это. Сегодня у нас в районе очень тесно налажена эта связь. Общественный совет – постоянный участник различного рода совещаний, проводимых районной администрацией, различного рода инициатив, которые мы в том или ином направлении продвигаем. Сегодня помощь общественных советов для нас лично – это история взаимодействия буквально по всем направлениям. Общественный совет Нерюнгринского района сформирован таким образом, что в нем присутствуют
буквально представители всех слоев населения. Это и предприниматели, это и учителя, это и заслуженные ветераны, это и общественники, которые очень широко представлены и работают на территории нашего района. Поэтому вот такой симбиоз, он дает зачастую очень экспертное и правильное мнение для того, как работать органам местного управления при решении тех или иных задач, которые волнуют население. Ведь мало того, что люди обращаются к главе, приходят на прием, обращаются в письменном виде в органы местного самоуправления. Ведь очень важно, когда люди идут к таким же гражданам, как и они, и совсем по-другому ставят свои вопросы. И вот мы, имея обратную связь от нашего общественного совета, очень пытаемся эффективно и качественно отработать все направления и все вопросы, которые люди нам несут. Огромная, я считаю, польза и заслуга нашего общественного совета и вообще общественников, которые работают на территории нашего района, это их активная жизненная позиция, их участие во всех мероприятиях. Сегодня, в год, юбилейный год для нашего района, это 50-летие Нюргинского района, это и проведение СЭ Халанхо, это и 80-летие Великой Победы. Во всех этих значимых мероприятиях для нашего района, для всей республики самое активное участие принимают общественники, представители общественного совета при главе. И я всегда их за это очень искренне благодарю, потому что вот без их такого активного участия намного сложнее бы было нам реализовывать те или иные проекты. Я уверен, что только откровенный диалог, я уверен, что только дорога с двухсторонним движением, когда мы слышим друг друга, будет залогом успеха и такой эффективной работы органов местного самоуправления. Сегодня это у нас в приоритете, мы так работаем, и мы будем продолжать работать именно вот в том же духе, как сейчас у нас принято. Я вижу, что это дает результаты, и с этого пути мы точно никуда сворачивать не будем. Я хотел бы поблагодарить и Общественную палату Республики Саха-Якутия, которая на самом деле является таким для нас проводником, кладезью таких знаний. Мы активно принимаем участие в проведении круглых столов, которые проводите вы под своей эгидой. Мы слушаем вас, мы берем какой-то опыт, в том числе и для работы на территории Нюргинского района. Я считаю, что мы осуществляем совместную деятельность, и эта деятельность направлена для достижения общих целей, для развития нашего общества, для развития нашей республики и для развития всей нашей огромной, великой страны под названием Россия. Поэтому только вперед и только вместе. Спасибо. Еще раз поздравляю вас с проведением пленарного заседания. Успехов в работе. Спасибо большое Роману Михайловичу. Нам надо подумать, если вот тот вариант, то, что сказал как раз Роман Михайлович, да, что если глава заинтересован, и если глава хочет изменить свою ситуацию социальную в Улусе, то он обязательно будет искать поддержку со стороны общественности и общественных советов. Нам хотелось бы, чтобы вот этот вопрос, который здесь прозвучал, и мы специально как бы пригласили одного из лучших глав, но в протоколе, вернее, в решении нашего общественного совета вы еще увидите и других глав, которых мы упоминаем, администрации улусные, где работа поставлена хорошо. Поэтому вот это будет очень важно, чтобы нам всем вместе собраться в один общий большой кулак, для того, чтобы все трудности, все сложности, которые встречают на нашем пути, мы могли без героизма просто вместе преодолевать. Это должна быть обычная, простая наша совместная, консолидированная работа. Хорошо? Это наша большая просьба. Потому что мы тоже на совете думали до этого, и вот хотим как раз довести до вас это. Так, ну и сейчас у нас есть, мы пробуем подключиться. У нас и была... Да, вот, добрый день, коллеги. Мы приветствуем администрация города Евпатория и Владимир Николаевич Рязанов, председатель Общественной палаты Республики Крым и член Общественной палаты России. Солнечная Евпатория приветствует участников пленарной сессии Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Еще раз говорю, замечательного солнечного города Евпатория. Тут у нас собрались представители общественности,
города Евпатории. Мне хотелось бы, вы знаете, поприветствовать, конечно же, вас от имени Общественной палаты Республики Крым. Я буквально за полчаса до нашего мероприятия разговаривал с Александром Андреевичем Форманчуком, также вас приветствую. Сергей Павлович Цеков, председатель русской общины Крыма, также вас приветствую. Вы знаете, вот по нашим мероприятиям, оно у нас уже не первое, мы видим, насколько велика наша страна, Россия, и нам подвластны любые расстояния в буквальном смысле. И здорово то, что да, наша страна, она, как говорится, никогда не ложится спать, никогда нас никто не застанет врасплох. И вот наши общественные институты, а им в нашей стране уделяется громадное внимание, большая поддержка, и они являются опорой и нашего президента, и нашего правительства. И вот хотелось бы отметить, что действительно, да, это мост между властью и народом. И на этом мосту проходит такое, знаете, двухстороннее движение. И вот наша задача сделать это двухстороннее движение без пробок, что мы, в общем-то, и делаем. И взаимодействие между нашими общественными палатами, это, конечно же, здорово. Знаете, на гербе Крыма начертано процветание в единстве. И вот мы живем в это сложнейшее время, когда проходит специальная военная операция. И мы вот должны делать все, вот общественники, конечно же, тоже в первую очередь, что, в общем-то, они и делают, чтобы тем, кто действительно на передовой, наши солдаты, наш президент, наши дипломаты, было легче следовать к победе, как и всем, в общем-то, нам. Вот это процветание в единстве, вы знаете, я убедился еще на сотрудничестве, кстати, между Республикой Саха-Якутия и Республикой Крым. У нас была уникальная ситуация, уникальное мероприятие, когда мы провели тоже вот видеомост между село Почтовое Бахчисарайского района Республики Крым и городом Невингли, 15-я школа города Невингли. Это мероприятие школы побратимой великой страны. И вот эти побратимские отношения мы уже закладывали от детей, они сотрудничают. И было здорово, что на этом мероприятии присутствовали руководители Бахчисарайского района и руководители города Невингли. И присутствовал на этом мероприятии, здорово, мне хочется отметить, участник СВО, выпускник этой школы Даниил Васильев. Вот это здорово, наше сотрудничество. И вы знаете, вот в этом процессе мы вот сегодня собрались и хотим предложить Республике Саха-Якутия, Общественной палате, русской общины Саха-Якутии выйти с совместным заявлением о побратимских отношениях между городами Евпатория и Якутск. Вы знаете, у меня вот здесь протокол о намерениях сотрудничества между муниципальными образованиями городской округ Евпатория, Республики Крым и городской округ город Якутск. Вот это было в 2020 году. И вот мы сейчас предлагаем продолжить эту работу вот в этом направлении. Вы знаете, мне хотелось бы предоставить слово председателю Общественного совета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым Щукину Константину Анатольевичу. Он более подробнее чуть-чуть расскажет, чем я. Спасибо. Добрый день. Рад приветствовать Общественную палату Республики Саха-Якутия. Особенность хотелось, конечно, выделить Общественный совет города Якутска, потому что в 2020 году я был депутатом городского совета, и мы подписали соглашение, это было 19 марта. Вы знаете, там прописаны очень многие моменты, на которые бы хотелось обратить внимание. И именно сейчас они, наверное, может даже стать наиболее важными. То есть сотрудничество в сфере экономики и предпринимательства, торговли. То есть очень бы хотелось, конечно, видеть предпринимателей из Якутии в Крыму, в частности в Евпатории. Также хотелось, чтобы наши, особенно это касается санаторно-курортного комплекса, чтобы они более активно могли присутствовать в Якутии, потому что все-таки Республика Крым, особенно город Евпатория, славится своими курортами. Я бы особенно обратил внимание именно в рамках СВО, потому что члены семьи, сами участники СВО, они нуждаются в реабилитации, в лечении. А так исторически сложилось, что город Евпатория давно занимается данной тематикой как детской, так и взрослой. Также хотелось бы в сфере культуры и искусства.
творческих коллективов. То есть у нас лично были, еще до СФО, наверное, последние уже, когда приезжали коллективы, обменивались. То есть это очень интересно. Причем, опять же, уточню, что в Еквадоре представлены коллективы абсолютно разных народов. У нас очень мощные общины разные. Сейчас, кстати, очень много стало приезжать из республики Саха-Якутия. То есть у нас уже, скорее всего, даже образуется, наверное, общество. Поэтому во всех этих направлениях, как в сфере образования, молодежной политики, в спорте, в том числе у нас сейчас очень хорошо для спорта, для футбола развит, то есть у нас очень долгий период, скажем, летний, то есть у нас снег выпадает январь-февраль, все остальное время поля готовы для тренировок. Поэтому хотелось бы видеть ваших спортсменов вообще более активно начинать развиваться. Возможно, даже прийти, от протокола намерений выйти уже даже к соглашению. Поэтому очень бы рады были, чтобы вы тоже инициировали данную тему уже на своем уровне. Спасибо. Да, кстати, замечательный ежегодный комплекс спортивный, было бы здорово. Так что, Станислав Семенович, предлагаем сотрудничество совместными нашими усилиями общественные институты. Владимир Николаевич, у нас здесь как раз присутствует председатель общественного совета города Якутска. Матвей Иванович Лыткин. Вот он здесь, поэтому я думаю, что мы попросим его передать ваше предложение, обращение мэру города Якутска, для того, чтобы мэр уже вынес на обсуждение этот вопрос по тому регламенту, который существует при выборе городов-побратимов. Спасибо, Станислав Семенович. Рады были слышать вас и видеть. Спасибо, мы тоже очень рады вас видеть. Передаем большой горячий привет. Сегодня у нас не менее тепло, чем у вас. Сегодня сколько, коллеги? 25 или... мы можем сказать 27 градусов сегодня у нас в Якутске. Прибавим еще 2 градуса. 16, да? 16? Тогда мы тоже вас к себе приглашаем. У нас начинается большой-большой форум креативных индустрий, поскольку Якутия является флагманом развития креативных индустрий в нашей стране. Удачи, успехов вам. Большой привет вам всем передаем. Спасибо, Якутия. И в 2025 году Общественной палатой был дан старт проекту «Живое наследие Якутии», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, году защитника Отечества в России и году защитника Родины в Республике Саха-Якутия. Поэтому с информацией по проекту «Живое наследие Якутии» я попрошу буквально тоже коротко, Лена Павловна, 3 минуты выступить. Дорогие участники пленарного совещания, действительно, в 2025 году Общественная палата Республики Саха-Якутия запустила проект, он называется «Живое наследие Якутии». На самом деле, проект с подобным названием мы запускали еще в прежнем составе, но он был направлен на формирование брендов Якутии, где создается карта социокультурных брендов. В данном 2025 году, в связи с годом защитника Родины и защитника Отечества, мы его посвятили 80-летию Великой Победы. Наша основная цель и задача – это сохранение преемственности, исторической памяти и связи поколений. Поэтому этот конкурс мы объявляем среди муниципальных образований республики, общественных советов и призываем вас активно принимать участие. И сегодня у нас состоится передача символа этого конкурса. И, Станислав Семенович, можно я одно только еще предложение добавлю? Этот год 2025 не просто обычный год, да? Он у нас действительно юбилейный. В этом году, в 2025 году, Общественная палата Российской Федерации отмечает свое 20-летие и подводит итоги той работы, которую она проводила все эти годы. Поэтому я хочу обратиться ко всем членам Общественной палаты Российской Федерации с первого состава. Это и Вячеслав Петрович, тут сидит и Валентина Ивановна, сейчас это Наталья Альбертовна, и все, кого сейчас здесь нет, то есть каждый внес свою определенную
лепту. А Марина Олеговна, конечно, извините, я очень извиняюсь. Да, и мы продолжаем. Просто миссия несколько другая. Это на уровне федерации мы продвигаем те проекты, которые реализуем в том числе в Якутии. Поэтому всем желаю плодотворной работы и подключиться к реализации данного проекта. Тогда, значит, посмотрите, пожалуйста, свои проекты решения. Предлагается принять к сведению, первым пунктом, принять к сведению выступление, доклад и отчеты председателей. Ну, здесь у нас не отчеты председателей, да, были, а выступления. Затем организовать работу по подготовке и проведению независимого общественного наблюдения по выборам в Государственную Думу Российской Федерации. Выборы состоятся в 2026 году, но мы, как Общественная палата, готовящая общественных наблюдателей, уже в принципе начинаем подготовку к этим выборам. Ну и вы все великолепно знаете, что на этой неделе прошел праймерис в Покровском районе, Улусе, Хангаласском, да? Вот. Будет очень горячо, я думаю, в сентябре на выборах, поэтому мы уже с июня месяца, с июля месяца начнем подготовку общественных наблюдателей для работы на избирательных участках в этом Улусе. Так, дальше. Продолжить работу по направлениям организации патриотического воспитания, поддержки военнослужащих в зоне проведения СВО. Ну и четвертый пункт. Обобщить и распространить положительную практику взаимодействия общественных советов муниципалитетов Нерюнгринского, Горного, Оленёкского, Устьянского районных советов и общественных советов исполнительных органов государственной власти. Я думаю, что ту редакционную комиссию, которую мы с вами выбрали, мы им дадим задание подготовить, причесать этот документ итоговый, да? И сейчас предлагаю, если нету возражений у вас, то предлагаю принять за основу. Согласны? Кто за, прошу голосовать. Счетная комиссия есть? Так. Членов голосуют члены общественной палаты. Ага, опустили. Так, теперь кто против, кто воздержался, принимается единогласно. Хорошо? Спасибо большое. Ну, как мы сказали, у нас сегодня здесь в зале присутствуют исполняющие обязанности главы УЛУСа, есть заместители глав УЛУСов, в частности Горного УЛУСа, зам главы Верхневилюйского УЛУСа присутствуют. Поэтому мы выражаем вам тоже свою признательность, что вы, Жатай у нас присутствовал, поэтому мы выражаем вам тоже свою признательность, что вы откликнулись и вам не безразлично те вопросы, которые поднимаются на рассмотрении Общественной палаты. Итак, Переходящий кубок «Живое наследие Якутии» вручается исполняющему обязанности главы муниципального района Тампонский район Степану Александровичу Кривошапкину. Так, ну что, дорогие друзья, также опять в вашей раздатке имеется обращение, и по итогам пленарного заседания предлагается принять обращение ко всем жителям нашей республики. Для зачитывания текста есть необходимость, Валентине Ивановне, зачитывать обращение? Нет необходимости. Хорошо. Все умеют читать. Видите, какая стопроцентная грамотность. Вот что это такое. Хорошо, спасибо, Валентина Ивановна. Ага. Тогда, коллеги, нам нужно проголосовать за это обращение. Прошу голосовать. Кто за? Кто воздержался? Значит, кто против? Нету, да?
Все, благодарим, спасибо, принимается. Ну что, дорогие друзья, на этом повестка нашего пленарного заседания исчерпана, но в завершении пленарного заседания разрешите приступить к приятной миссии, к вручению благодарственных писем и чествования наших членов Общественной палаты. За преданность делу, воспитание и обучение подрастающего поколения, многолетнюю добросовестную работу в системе образования наградить знаком за вклад в развитие дополнительного образования Республики Саха-Якутия Балбахова Василиона Дмитриевича, внештатного лектора-преподавателя по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения Военного комиссариата Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо Общественной палаты Республики Саха-Якутия за оказываемую помощь участников СВО, вклад в развитие волонтерского движения, неравнодушие, отзывчивость и вклад в развитие гражданского общества Республики Саха-Якутия вручается Айталине Романовне Михайловой, председателя Общества инвалидов Жиганского национального Эвенкийского района. Благодарственное письмо Общественной палаты Республики Саха-Якутия за оказываемую помощь участникам СВО, неравнодушие, отзывчивость, вклад в развитие волонтерского движения и институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия вручается Дарье Михайловне Григорьевой, председателю Всероссийского общественного движения «Матери России» Сунтарского улуса. Юбилейными датами в 2025 году поздравляем Богословскую Марину Олеговну, аплодисментами приветствуем Избекову Евдокию Игнатьевну. С юбилейной датой также поздравляем Сюльского Сергея Августовича. С прекрасной датой поздравляем Яковлеву Елену Григорьевну. Благодарственное письмо окружной администрации города Якутска за активную жизненную позицию, отзывчивость, вклад в дело победы и поддержки участников специальной военной операции и их семей вручается Надежде Петровне Федоровой, члену Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Для вручения награды приглашается Коркин Семен Николаевич, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия.
Благодарственное письмо за содействие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также работа Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия и значительный вклад в развитие транспортного комплекса Республики Саха-Якутия вручается Лукьяновой Светлане Алексеевне, члену Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Спасибо большое. Для вручения награды приглашается руководитель аппарата по правам человека Республики Саха-Якутия Федорова Мария Дмитриевна. Благодарственное письмо за активное участие и помощь в проведении акции «Забота о ветеранах» вручается Станиславу Семеновичу Иванову. Благодарственное письмо вручается Оксане Ивановне Архиповой за личное участие в акции «Измени жизнь. Путь к дому».